Так, друзья, всех приветствую. Давайте сегодня начнем обзор рынка, да, что мы можем рассмотреть сегодня на рынке. Начинаем с нашего любимого золота, да, что у нас в прошлой неделе осталось, что интересного, какие можно подобрать открытые позиции. Золото на дневном таймфрейме продолжает восходящую структуру, да, чуть ниже у нас остается незаполненный дневной имбаланс, который цена может повернуться, да, и протестировать перед дальнейшим выходом на отметки 4100 и 4200. Если перейти на более локальный таймфрейм, 4-часовой, да, мы видим здесь, что по дневным имбалансам золото оставило равные лои, которые цена будет стремиться снять. Переходя на часовой таймфрейм, мы видим то, что у нас очень лонговая Азия. Вероятно, мы увидим открытие Франкфурта и снятие Азии. Да? На Лондоне мы увидим еще одно снятие Азии. Вот так вот, да, примерно. Далее выход вниз на коррекцию до равных лоев и тестирование дневного имбаланса. Следующий актив у нас евро USD. Давайте посмотрим, что у нас на 4-часовом таймфрейме. По евро все еще я предвзят к шортам, потому что ранее отмеченная цель о дневном, да, вот этом имбалансе, данная палка ликвидности у нас все еще не была снята. Сейчас что мы видим? То, что локально мы начали расти. Вероятно, у нас рост продолжится до ближайших таргетов. Это снятие данного фрактала. Возможно, мы увидим более глубокую коррекцию до снятия ПВХ. И уже либо мы отсюда начнем формировать шортовое движение. Либо мы зайдем выше и отсюда будем формировать шортовое направление. Так, USD CAD. Давайте рассмотрим USD CAD по канату. По канадцу следующие у нас продолжают лонговать. Скорее всего, глобальную цель мы сняли. Да? Сверху есть еще куда расти. Есть незаполненный дневной баланс. В данной области, перейдя на часовой таймфрейм, мы видим, что цена торгуется. Да? Мы это видим наглядно. Вот в этой вот зоне интереса. Пока что позиций интересных я не вижу. Хотелось бы увидеть манипуляцию с уровнем PDL и отсюда уже выход дальше вот так вот вверх. На снятие сначала локальной цели, да, здесь, и далее локального хая тут. Вот здесь вот, да. И уже ранее отмеченного дневного вот такого вот имбаланса. Так, далее GER40. Посмотрим, что у нас на дневке. Здесь мы видим тестирование дневного имбаланса. Структура у нас в принципе лонговая. Если посмотреть на 4-часовой таймфрейм, у нас сейчас остался открытый 4-часовой вот этот вот имбаланс, от которого я буду смотреть позиции в лонг. На часовике мы видим лонговую Азию. Да, вот. Хочется увидеть вот такое вот движение. Здесь слом на младшем таймфрейме и уже дальнейший выход вверх. Смотрим USD Chief, что у нас там на 4-часовом. Посмотрим. Для меня выглядит шортово, так как после снятия у нас локальной цели на данной отметке мы увидели образование 4-часового бычьего имбаланса. Да, вот мы видим. Которое потом мы инвертировали, то есть полностью перекрыли медвежьими свечами. Да. Оставили под собой еще 4-часовой имбаланс медвежий. Да. И что мы увидели? Что мы увидим дальше? Дальше мы увидели тестирование дневного имбаланса. Азиатская сессия у нас открывается пока шортово. Буду рассматривать дальше шортовые позиции. Если мы нарисуем какое-то подтверждение, вот что-то вот типа такое, да. Здесь мы получим инверсию 15-минутного имбаланса, какой-нибудь, да, отсюда. И можно будет набирать свои позиции и шортить до ближайших целей. Первая цель будет примерно вот здесь вот. Да, первая цель будет примерно вот здесь вот. Давайте посмотрим по иену. А японская иена для меня все так же остается в шортовом тренде. Еще локально, да, до тестирования, вероятно, гэпа, который мы оставили на прошлой неделе. Давайте еще разберем позицию, которую мы набирали в конце пятницы. Да, те, кто заходили, помнят. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас шортовая Азия.
Франкфуртская сессия у нас также пролилась, да. На лондонской сессии мы увидели работу с ликвидностью, с хаем франкфуртской сессии. Далее мы видим, что цена не смогла закрепиться выше, да, 15-минутного имбаланса. Вот здесь вот, да. Протестировав его данные области, мы увидели полное его поглощение, и здесь маркетом мы входили в позицию стоп, да. Ставили за ближайшую снятие ликвидности, то есть у нас стоп был защищенный. И наша цель была на снятие данного вот этого вот лоя. В итоге время тейками мы закрыли позицию очень хорошо под конец недели. Вот. И, конечно же, хотел в конце добавить, друзья, что если вы не хотите самостоятельно анализировать, изучать трейдинг, рынок, я подготовил для вас готовое решение. Бесплатный трейдинг-клуб Premium Pro Trade, в котором я делюсь своими сделками открыто и прозрачно. Каждый день мы вместе с другими казахстанцами торгуем на Форексе, и на экране вы видите их результаты. Винрейт по сделкам составляет 70-85%. Все, что вам нужно сделать, это просто повторять сделки за мной по готовым инструкциям. Благодаря этому люди даже без опыта и с небольшим депозитом зарабатывают 20, 50, 100, 300 долларов с каждой сделки. Я показываю все честно, вместе с убытками, это часть торговли. Я торгую на FX Pro, это брокер, который с 2006 года работает по всему миру и имеет идеальную репутацию. Есть все лицензии, все официально, нет никаких проблем с выводами. Также брокер дает бонус для участников моего бесплатного клуба, а именно удвоение вашего депозита. Пишите в Telegram по ссылке в описании, чтобы получить доступ и начать торговать вместе с нами. Увидимся в следующем обзоре, друзья. Всем профитных сделок. До встречи.